Проводить тренинг будет наш спикер, также доктор наук по химической инженерии и практике с ГОК Сатаев университета Меркибаев Ерик. Наш тренинг называется «Искусство проектного мышления. Навыки для успешной реализации проектов». Давайте сперва мы начнем, что такое проектное мышление. Это особый подход к решению задач и реализация проектов. Важно понимать, что успешное управление проектами требует компетенции в различных областях. Проектное мышление – это методология, которая помогает организовать и реализовать идеи. Оно включает в себе анализ, планирование и реализацию проектов. Важным аспектом является понимание всех этапов от начальной концепции до завершения проекта. Для успешного проектного мышления необходимы ключевые навыки, такие как коммуникация, лидерство и управление временем. Анализ и задачи. Первый шаг в проектном мышлении – это анализ задач. Получается, у нас должно быть четкий поставленный цель, ограничения и ресурсы. В первую очередь надо четко планировать. Это планирование проекта. Эффективное планирование является основной успешного проекта. Важно разработать дорожную карту, определить ключевые этапы и установить сроки. Правильное планирование минимизирует риски и помогает избежать неожиданных проблем. И, конечно же, в каждом проекте очень важно иметь свою команду. Это командная работа, это успех проекта во многом зависит от командной работы. Еще я хочу включить в команду, например, коллаборация. Коллаборация из зарубежных ученых, зарубежных менеджеров и так далее. Управление рисками – это важный аспект проектного мышления. Необходимо заранее выявить потенциальные угрозы и разработать план действий. Это позволит минимизировать негативные последствия и обеспечить успешную реализацию проекта. И, конечно же, мониторинг и контроль. На этапе реализации проекта необходимо проводить мониторинг. Это обязательно. Это включает в себе регулярные проверки прогресса, оценку выполнения задачи и корректировку плана при необходимости. Такой подход обеспечивает прозрачность и эффективность. После завершения проекта важно провести оценку результатов. Получается, это включает в себе анализ достигнутых целей, выявление успешных практик в области для улучшения. В принципе, такой подход помогает учиться на опыте и повышать качество будущих проектов. В заключение я хочу сказать, искусство проектного мышления требует постоянного развития навыков и адаптации к меняющим условиям. Успешная реализация проектов зависит от грамотного подхода анализа и командной работы. Еще раз, очень важна команда. Развивайте свои компетенции и достигайте новых целей и высот. Например, смотрите, у нас в Казахстане, в основном для студентов существует проект 25 командных инженерных проектов. Там сумма с 1 миллиона до 10 миллионов. Это в различных, например, по архитектурам, по строительствам модульные дома. А по робототехнике робот для поставки лекарства. По химии, по органике это химия простых вещей. Например, мыло, жидкое мыло, например, некоторые ароматизаторы и так далее. Еще в последнее время очень много уделяет внимания на экологический транспорт. Получается, те, которые электрические транспорты. Например, как вы видите, это все проекты, которые выиграли студенты, и сейчас разрабатывают.
еще я хочу напомнить, еще есть такие проекты «Тәуелсіздік ұрпақтары». Это каждый год проводится в рамках республиканского бюджета. Например, целью данного конкурса является государственная поддержка инициатив, направленных на формирование сообщества активных творческих молодежи. В 2024 году, получается, в прошлом году 30 грантов было по 3 миллиона. Ну, конечно, их возрастные ограничения с 14 до 34 лет, ну, до 35. Проекты присуждаются на конкурсной основе для реализации проектов по 6 направлениям. Первое – наука, получается, это для реализации новых научных проектов и исследований. Второе направление – это культура, для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия в Казахстане, продвижение народных культурных традиций и искусства. Второе, конечно, IT, ну, разработка IT-программ, как вам это хотите. И следующее – это бизнес, для реализации новых бизнес-идей, медиа и волонтерства. И получается, на этом проекте вы должны четко и коротко написать цель, основные задачи, ожидаемые результаты. И можно вот эти средства в размере 70% вы можете приобретение новых материалов, новых каких-то оборудований, либо можно на командировку, получается, обмен опытами. Сіздің негізгі мамандығыңыз сонда қандай? Мен негізгі мамандығым магистратура химия, докторантура металлургия, полезный ископаемый. Ал жалпы сіз андай кен орын компанияларда жұмыс істеп көрдіңіз бе қазір? Жоқ, мен в основном осы научно-исследовательский жұмыстарда жүрдім, бірақ компаниялармен қоздап істедім. Заводтарда біз енді ондай ұзақ уақыт емес, практикаларда нелерде бардым. Балқаштағы жаңағы Қоңырат деген месторождение бар ғой. Именно извлечение мыстың извлечениесі. Бізге белгілі соғышылықта Россия металды байыту бойынша более инновациялық подход табу болды, да? Обогащение. Сол жерде енді біз проект жасау үстіндеміз. Более инновационный подход тап деді, да, бізге? Соған биологиялық синтездендіріп тауып отырмыз, полный жасап отырмыз, да? Но біз оған лабораториялық доступ болмай жатыр бізде кішкене. Соған бактерияларды өндіру соларға ше. Сол жерде біз проектте қалай басқаша алып шығуымызға болады деп сұрақ қояйын едім. Бұл жерде егер научный проект қой, енді сіздердікі. Научный проект болу үшін лаборатория міндетті түрде болу керек. Себебі сіз енді биовычелачивание болып тұр ғой. Мен осы былтыр Турцияда, мысалға, Испарта деген қалада, СДО деген университетте болдым. Олар тура сіздің методыңызбен биовычелачиваниямен нені алып жатыр. Металдарды алып жатыр. Бірақ енді именно сирек емес, олар кобальт алып жатыр, никель алып жатыр. Бірақ, видите, химический мен биологическийдің арасы кішкене химический тез болады ғой. Биологический өте ұзақ процесс. Ол бактерияны аласыз, оның условияны қоясыз, оны өсіресіз. Жоқ, просто бұл жерде мынандай сұрақ қойды, неге биологиялық таңдадыңыздар деген сияқты. Мысалы, сіз уже биологиялықта бір жылда істейтін экспериментті химический сіз бір 10 күнде істейсіз, ну, допустим, бір айда істейсіз, да? Всех тех, кто присутствовал на сегодняшнем тренинге, хотел бы поблагодарить и напомнить то, что скоро уже начинается контрольный этап. Все расписания, все графики будут высланы в ваши телеграм-чаты, а также будут высланы в нашем инстаграм-аккаунте. Всем желаю удачи, всем до свидания.